Истории Ногайской Орды вызвали неоднократное обращение ко мне со стороны, как ни странно, казахстанских коллег, казахстанских историков с просьбой написать историю казахского ханства. Вот в таком же ключе. Ну, естественно, я отказался. Вот. Ну, во-первых, о раннем периоде казахского ханства очень мало сведений по сравнению с ногайской историей. А во-вторых, я все-таки, извините, работаю в Институте российской истории. Кто мне, это ведь работа на много лет, кто мне позволит ей заниматься в таком институте? Мурат сказал, вот, что я занимаю должность руководителя Центра истории народов России и межэтнических отношений. То есть ясно, что многими другими проблемами приходится заниматься, и Кавказом там, и Сибирью, и сейчас вот историю Югры, то есть северо-западной Сибири, включились в многотомную. Но ногайская тема не отпускает. И вот я сейчас скажу, чем я занимаюсь в этом отношении вот в данный момент. С одним из наших молодых сотрудников мы решили издать арабописьменные ногайские грамоты, которые сохранились в архивах. Их около 7 десятков. Некоторые переведены на русский язык, с соответствующим качеством требуется корректировка. Некоторые еще нужно переводить с турки, потому что переводы русские не сохранились. Это тоже очень ценный источник. И насчет там терминологии, титулатуры и так далее. Вот это будет интересно посмотреть. И есть еще одна проблема, которая вот всплыла при изучении этих ногайских оригиналов. Тут, как ни странно, мостик в современность вперед. Дело в том, что вам, наверное, конечно, известно, что некоторые активные очень казахстанские историки продвигают идею о том, что ногайцы – это часть большого татарского народа. Значит, это, в общем-то, великая идея сплочения или даже создания единой татарской нации. Кстати, с этой идеей они пробовали делать десанты в Казахстане. У казахов, перефразировать поэта, собственная гордость, они не хотят родниться с татарами, считают, их собственная история не хуже. Вот. Но ногайцев в покое не оставляют. То и дело и в историографии, и в публицистике появляются идеи о том, что это, в общем-то, разделенный народ, что население Ногайской Орды, Крымского ханства и Казанского, это было в прошлом единый этнос, потом уже история разбросала их по разным там национальным квартирам и так далее. Аргументы какие? Вот би Исмаил писал царю, что, дескать, если вам татары нужны, это в завоеванной Астрахани, мы татар добудем. Второй аргумент, и всего-то два. Биурус писал, это сын Исмаила, тоже царю Федору, что у нас в татарах говорят так, и пословица идет. Вот же говорят, смотрите, сами ногайцы называют себя татарами. Так вот, когда вот мы смотрим эти ногайские оригиналы, действительно, в русских переводах говорят, мы татары, там татарские мурзы и так далее. В оригиналах слова татар нет. Это русские переводчики добавляли, чтобы вот читающим эту грамоту было понятно. То есть они приближали лексику своих переводов к пониманию людей того времени. Вот. Так что для, в общем-то, татаризации ногайцев объективных оснований нет. Я сейчас не буду